Привет, ребята! Вернулся с озера, проверил жерлицы, 3 щучки попалось у нас. Неплохо, я так думаю, хороший улов. 3 килограммовки, отлично. Вот только-только доехал, выгрузил Костю и вот приехал, выгрузил вещи. Сегодня остаюсь в деревне, так как едет Василич в гости. Едет Василич в гости на выходные, на 2 дня. В общем, сегодня приедет с вечера после работы, ночуем, и завтра, послезавтра у нас рыбалка. Планово даже непонятно, ребят, как что будем делать. В общем, прикупил брикетов, заказал у Василича живца, и завтра, скорее всего, едем на озеро. Едем на озеро. Серега хочет половить окуня именно на балансир, на блесну, на ратлины. Я, наверное, плюхну штук 10 живца, ну, именно жерлиц, и что-то будем искать. Не знаю, возьмем, наверное, палатку, возможно, выдвинемся с ночевкой, не знаю. Если нам что-то не понравится, ребят, вернемся домой, переночуем здесь, и завтра, возможно, рванем вообще или на озеро, или на реку, вообще без разницы. Короче, решили, ребят, прокатиться. Мешку так более-менее давануло. Не особо много, конечно, но уже более-менее спокойно ездишь, как бы уже не так трясет, уже кочки немножко подсыпало. Отлично, в общем. Так что как-то так. Возможно, съездим на реку, возможно. Короче, будем искать рыбалку, ребята. Плотвы половим, может, на безмотылку, что-нибудь такое. У нас время 17:11. Серега заканчивает работу и выдвигается ко мне с города. В общем, буду ожидать. Такие дела. Так что, короче, сегодня я принимаю гостей. Ну, что как гостей. Приедем, поужинаем и ложимся спать. Завтра рано вставать. Наверное, едем сразу на озеро. Потому что Серега говорит, я, говорит, хочу поработать, подвигаться. Жерлицы, говорит, брать не буду. Я говорю, возьми мне карася. Так как у меня все закончилось, а наловить еще не успел. Такие дела. Так что... О, Василий. Что, ребятки, доброе утро. Встали, позавтракали. Ну, в общем, решили, ребят, мы поискать рыбейку. Покатаемся. Сегодня на озеро. Василий вчера живца мне привез карасей. Я, в общем, на жерлицы падаю, ребята. Ну, а Серега, блесна, без мотылка. Василич, как настрой? Боевой. Самое главное. Погода, ребята, -1, 0 что-то. Оттепель, в общем, тепло. Класс, конечно, погода. Такую погодку только и двигаться, рыбачить. Ну, в общем, как обычно, что-то у нас, блин, едем вроде на день, а взяли на 2. Буду готовить пельмени, что-то сегодня решили так на обед, а взял всю посуду, блин, хрен знает. Может, и щуку будем жарить, непонятно. Ну, в общем, все, ребят, стартуем. Расцветает деревня, просыпается. О, загудели бурашки. Все, стартуем. Взяли бензин на запас. Ну, может, переезжать будем куда-то, хрен знает. Так, будем искать.
нарисовались, ребята. Все, мы на озере. Потихоньку заползли. Снега мало еще, конечно, так себе. По болоту там проходили, вообще так неприятно. Ну ничего, все нормально, справились. Техника вывезла, ребята. В общем, вот наша локация. Сегодня я буду пробовать на жалице, как и сказала. Серега будет окунь, у нас небольшой батл даже. Дай бог, чтобы Серега нашел. Окунь здесь есть. Есть и крупный окунь. Ну, блин, его искать надо. Акватория не маленькая, так что работать надо. Но перволетка это, ребят, тонкий лед, это прям круто. Снега мало, можно бегать. Тем более Василич на шуруповерте так вообще по красоте. Начнет отсюда, у нас понимание есть небольшое. Серега камеру взял, тем более будет, короче, искать. Еще и смотреть будет на них. Ну, я, в общем, ребят, попробую в центре. Сегодня попробую в центре. Уже рыбалки были на этом озере. Было какое-то понимание, что вот прям центряк работает, а вот весь береговая точка живец просто дохнет. Так что будем забирать центряк. Это вот в этой акватории, ребят, буду пробовать. И туда буду уходить, скорее всего. Ну, в общем, посмотрим. Как-то так. Так что все, вот только расцветает. Нормально, нормально приехали. Хорошо. Самочки, самочки. Взяли, заварили маленькие термоса. Что он сегодня? Думали мы с ночевкой с Серегой что-то. Потом думаю, блин, а если здесь проиграем, как бы, завтра, возможно, на реку куда-нибудь съездим. Посмотрим. Будет видно, загадывать не будем. Ну давай. Что, ребята, все, понеслась душа в рай. Серега погнал, и я погнал. Попробуем в центре найти щуку. Надо экспериментировать. Жалицы подсушил, все хорошо. Все хорошо, все отлично. И погода такая, ребят, жерличная, я так скажу. Ну, кайфово заниматься жалицами. В 20-ку выезжали. Такое себе, блин, удовольствие, конечно. Сегодня на карася. Карась такой тоже. Небольшой. Раз, два, три. Метра 2,5 где-то. Сейчас надо пупок найти вот этот. Карасики, карасики. Карасики в холодильнике постояли под компрессором, оживились. Так что пускай работают. Теперь здесь. Как обычно на двойничках, ребят. Пишут, Андрюха, ставь тройники. Ребят, я сезон 2 на тройниках стоял, когда начинал на жалице. Так что у меня есть понимание и на тройниках. Ну, сегодня засыпать можно не засыпать, тепло. Все, погнали, ребят. Сейчас скоро уже выход. Точнее, он уже начинается. Надо начинать. Блин, день короткий, вообще ужас, ребята. И такое
Такое себе, знаете, хмурая такая тема, блин. Как полярная ночь, в общем. Это еще конец ноября, а в декабре так вообще будет. В 9 только там кое-как рассветет, и в 2 уже все, выключает свет, короче. Ладно, пойдет. Так, вот линию сделал. Сейчас в шахматы будем играть, ребята. Между вот этих получается посередине. Вот как-то так. Раз. Между этих так и ищем, ребята. Красота. Красота, лепота, говорит. Блин, погода, песня. А у нас дальше, ребята, обещают 30. Через неделю, что ли. Так что, блин, потом такое себе. В 30-ку-то выезжать вообще неохота. Ну и скоро на реку, ребят, будем перемещаться уже. Раз, два, три. Съездим. Так, двойник здесь не маленький. Надо что-нибудь покрупнее найти. А покрупнее что тут найдешь? У нас он стандартный, ребят. Стандартный мелкий. Видите, такой карасик, блин. Что не поделать. Кстати, напишите, ребят, сколько ценники у вас по карасю. Допустим, у нас 15 рублей штука. У меня есть выход, конечно. Парнишка мне скидку делает по 10 рублей. А так 15. Все, стоит. Сейчас, ребята, нахожусь, ну, примерно плюс-минус в том месте, где 2 года я назад утонул. Провалился на технике. Было тоже начало сезона. И где-то вот здесь плюс-минус. Где-то вон там. Метров 50-60 еще отсюда. От берега где-то метров 50, наверное. Ну, плюс-минус где-то не по центру, но от того края метров 50. Я потерпел крушение, так скажем. Было начало сезона. Такая дурная тоже осень. А морозов особо не было и был жесткий снегопад. И, соответственно, в полной темноте с утра пораньше я провалился. Ну, может, многие смотрели. Просто много новых зрителей на канале. И, может, многие и не видели. Я вот здесь утонул. Лед был всего лишь сантиметр, ребят. Хотя я вот когда выезжал, печней попробовал, сантиметров 7-8 я пощупал. И думаю, ну, нормально. И в полной темноте шагал туда. И чувствую, подо мной что-то не то. Начал скакать, оборачиваюсь и смотрю, я ломаю. В общем, понятное дело, если на снегоходе можно дать гари и выскочить, то на мотособаке такой дури нету. Меня закернило, я выбежал. И чувствую вот эту волну от того, как я провалился. Я сразу лег, нож воткнул и смотрю сантиметр. И сразу такой гейзер, ребята, давление. Очень много вещей утопил, конечно. Многие тоже там писали: Андрюха, что ты типа не подошел, не вытащил сумку. Ребят, там голова кругом на самом деле было.
Потому что, ну, я был в шоке. И я понял, что если я сейчас сам провалюсь, то это будет край. Выполз на середину, кое-как нашел связь, благо. И, в общем, позвонил, как бы, ну, не хочу об этом еще раз напоминать, просто сейчас у моего друга, знакомого, коллеги, вообще блогера с Республики Коми, у Руслана Шемякина произошла такая же ситуация. Вот буквально вчера вот мы собирались с Серегой, и я смотрел это видео. И прям пережил опять вот те же эмоции, вот этот шок, это непонимание. Ты как будто едешь на уверенном, а бац, и такой капкан. Так что аккуратно, ребят, аккуратно. Лучше перебздеть, лучше посмотреть. Ну, всякое бывает. По видео Руслана я тоже смотрю, что он говорит, что 10 сантиметров было на уверенном, шел, а тут бац, и смотрю, сантиметра 2 всего лишь. Очень много смотрю, помимо всего остального, то что техника сейчас подо льдом, ну, вроде как уже достали. Много аппаратуры дорогой, вот это для видеосъемок. Конечно, это, блин, тяжело, конечно, сейчас все это восстановить, тем более что-то сейчас не купить, потому что из России ушло оборудование. Где-то искать, это прям, не знаю, в общем, Руся, если будешь смотреть, давай крепись, чтобы остановился, если что, делай какое-то видео, с миру по метке соберем. Я просто помню, что я, помимо техники, у меня тоже оборудование полетело, камера до сих пор лежит, новая, которую я покупал и снимал всего лишь раза 2-3, и вот она сейчас лежит. Ключи, набор, блин, бур, там, ну, много чего там, если посчитать. Ну, технику достали, ребята, и технику восстановил, все ездит, все ходит. Откупился, так скажем, железом. Этого не стоит. Это все приобретается, восстанавливается. Ну, а если сам утонешь, то это, конечно, все, это край. Ну, здесь по разговорам, так сказать, местных, староверов, так скажем, здесь где-то как раз вот ключики подбивают именно в том районе. Возможно, как раз я попал в этот ключ. Его снизу подмывает лед, и он даже бывает зимой, когда февраль, снега появится, так скажем, сугробы, бывает открыто. Так что, ребят, вот это, не знаешь броду, как говорится, не суй. Ну ладно, ребят, так что в аккурат. Есть уже, конечно, и информация, что люди утонули. Это, конечно, блин, не стоит ни одна рыба, ни одна рыбалка такого, ребята. Ну, я вот смотрю, видите, чернота какая-то опять там. Так что туда не полезу. В общем, такие дела, ребята. Уже заканчиваю, ребята. Потом покажу, как поставил. Вот первый флажок у меня береговой. Ну, ближе к берегу. Пойдем смотреть. В общем, ребята, успел я выставиться к выходу щуки. Так что, возможно, поклюет. Сегодня тепло. Помотала уже, смотрю. Неплохо. Леска дергается. Живет. Ну, карасики вот такие, ребят. Так что должна глотать. Сейчас, походу, перевернула, ребята. Такие первые, ребят, поклевки всегда они такие важные. Ну, наверное, уже перевернула. Поперла. Кстати, заметили, я сейчас стал использовать темную леску или какую-то желтую или коричневую. Уже говорил, но очень видно на снегу, удобно. Крупная, не крупная, непонятно. Вот третий выезд. Пока
Больше 1,5 килограмма не ловили, ребята, здесь. И щука здесь должна быть. Лески-то осталось 5 оборотов. Ладно, пускай мотает. Чё. Спешить не будем. Нам не жалко, так скажем. Есть. Что-то... Опа, есть она, ребята. Первенькая. Такая киошка. Ах, черные красотки. Что-то долго-долго мудрила. Успокойся, мать. Успокойся. Кто-то говорит, что типа издеваешься. Ну, ребят, это рыбалка. По-другому никак. Так, достаю я зевник, шмевник и все дела. Килошечка есть первая. Только отошел, ребята, начал продолжать сработка. Раз, два, три. Выход утренний. Не успел я чуть-чуть. Вон там. Дальше по прямой, где я говорил, что я утонул. Ну что, плохое начало. Там что-то жерлица упала, ребята. Охренеть, блин. Василич у нас ищет окунь. Камерой смотрит. Жерлица аж подпрыгнула. Жерлица аж подпрыгнула. Посмотрим, что тут такое у нас. Ну, постоял, друзья, не крутит, видать. Выплюнула, испугалась, что ли. Многие говорят, что вот сработка бубенчика, щука, ну, боится. Да нет, ребят, все мелочь, на самом деле. Ничего она не боится. Да. Ну, точно щука, ребят, боданула. Все, карась живой, нормально. Что-то непонятно даже. Все, ребятки, готово. 15 штучек у меня стоит. Интересно так поставил. Ну, понимание небольшое есть, конечно, но сделал часто, чтобы не бегать, как бы все на ладони было. Небольшой снежочек пошел. Ну вот, одну поймали, пока выставлял. Часто она выставлял. Может, минут 40-50. И там что-то непонятно. Ну, видать, щука боданула и ушла просто сразу, выплюнула. Бывает такое. Так что все, будем ждать. Самый пик, ребят, самое время. До 11 должна быть рыбалка, сработки какие-нибудь. Посмотрим. В общем, ребята, здесь на центрике вот так перегородил. Нашел бровку. Вот так вот. Тут добавил, там добавил. И потом по прямой, по бровке я пошел.
Вот так выставил. Там у меня бубенчики стоят. Должно быть слышно. Ну и в эту сторону тоже, ребята. Получается, ушел по прямой, 3 штучки дал. Чисто по бровке. Посмотрим, как все это будет выглядеть у нас. Ну, как-то так. Сработка была. Сработка была вот на эту жерлицу. Не знаю, как там дела у Васильича. Нашел, что он, нет. Но видно, он туда вдоль береговой зоны бурит. Ищет, смотрит на камеру. Я, говорит, захотел так сегодня. Нет, кстати, молодец. Правильно, он как бы разнообразие для себя делает. Потому что, ну, если вот постоянно, вот сейчас, как у меня 3-й выезд подряд, ну, надоедается ему тоже. Что-то охота разнообразие какое-нибудь. И вот на безмотылочку парнишка ищет окунька. Хотя также мог привести живца, жерлицы поставить. Молодец. Пускай двигается. Вот снежок выпал, уже двигаемся на зимней технике. Свежие комментарии посыпались. Что за аппарат у тебя, Андрюха? Тафалар 600, ребята. Я начинал именно вот первая техника у меня появилась. Это стандарт. Тафалар был 500 гусеница, 15 двигатель. Ни заднего хода, ни подогревов, ничего не было. Очень техника мне зашла. И я потом на следующий сезон поменял, взял лонг. Тафалар лонг, ребят. Это то же самое 500, только удлиненная гусянка у них. Если у стандарта метр 40, у лонга уже 1,70 м, на 30 сантиметров получается. Был длиннее. Что на первый, что на второй, что на третий, это обязательно модуль, ребята, то бишь техника толкач. Ну, на 600, если честно, никак не получится буксировать, потому что техника здоровая, соответственно, ты не сможешь ее управлять, только толкачом. Лонга, как вот я вот рассказывал, ребят, я его утопил, и вот взял, получается, 600. Это у меня он уже какой? 2-й, 3-й сезон. Очень доволен, ребят, проходимый. Чтобы вы понимали, 600 это не от того, то, что просто модель. 600 это ширина гусеницы. Здесь ширина гусеницы 60. Тайговская подвеска уже, ребята, 2 метра на 60. Очень, конечно, проходимость у него уверенная. Потому что сам по себе он легкий. Ну и в общем, ну да, длинная база. Тут получается в районе 5 метров вот так в собранном виде. Плюс сани, плюс вторые сани. Паровоз такой. Ну ничего, бегаю, ребят. Все очень здорово. Задняя скорость. Здесь 20-ка двигатель уже, ребята. Люфан. Вот такой кофр. Огромный просто. Я прям кайфую от него. Помещается прям все. Жерлицы, еда. Вообще, если так выезжать, то в принципе можно все сюда сложить и погнал. Капот такой. Панелька, ребят. Ну, фарка стандартная. Вот есть допы. Вот такие сумочки. Здесь у меня ножи, запасные рукавицы, шапка, что-то еще. Вот такая вот специально прозрачная силиконовая. Это можно навигатор, телефон засунуть, допустим, переезжать. Гидравлические тормоза, ребята. Не хухры-мухры. Все серьезно. Даже есть ручник, так скажем. Курок газа, ну понятно, стандартно, ребята. Кнопка стоп, ЧК, фара и подогрев. Подогрев ручек присутствует. Как бы я вот сейчас в теплую погоду даже перчатки не одеваю, потому что еду, у меня руки греет. Ну, захотел выключил, захотел включил. Также и свет, ребята. Как бы бывает так, что заводишь и у тебя нет выключателя, у тебя фара постоянно светится. Здесь же я могу регулировать, допустим, днем, зачем она мне, чтобы не горела. Хотя фары отличные. Там получается 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 12 диодов. Ничего, так светит. Вот такого, ребят, корыто модульная. Серая, пластик очень крепкий. И уже видите, отбойник. Если, допустим, на тех санях у меня отбойник отдельно, я его закручивал просто на кровляные саморезы. И здесь он уже литой идет. Очень крепкий. Вон даже, ребята, видите, мятина. Я врезался в дерево. И ничего не полопался, не потрескался. Нормально. Ну
в общем, как-то так. Пишет Андрюха, что-то несерьезно. Такой мощный, здоровый дядька. Ездишь как не знаю, на велосипеде каком-то. Не знаю, ребят, где вы видели велосипед. Техника огромная. Очень огромная. Чтобы вы понимали. Раз, два, три, 4. Ну 5 метров, я и говорю. Меня она вполне устраивает. Плюсов очень много. Есть, конечно, свои минусы. Снегоход, это понятно, машина. Это комфорт, уверенность. Для моих задач, ребят, вполне хватает. И я общался с дядьками, у кого берепюхи, скидухи. Не нужна тебе такая машина, Андрюха говорит. Как в бумере, помните? Так что вот, она вполне меня устраивает. Очень экономично, потому что почти не ест. Снегоход кормить надо, запчасти дорогие. Да, если бы были деньги, возможно, бы и на снегоходе, ребят, там выезжал. Ну, я 20 плюс, вот рыбалка у меня в одну сторону. Я спокойно перемещаюсь. Звездочка, кстати, вот в таком закрытом, кстати, тоже немаловажно. Потому что у многих она открыта, ее постоянно моют снегом там. А здесь она постоянно в смазке, и с цепью никогда проблем я не видел. Никогда у меня не отрывало, там замки, что-то еще. Вот такие дела, ребята. Так что Тафалар 600-очка. Мы с женой спокойно вдвоем вот садимся, вот едем, я сзади, она спереди. Вполне. Плюс модуль, как корыто. Какие-то вещи перевожу здесь. Соответственно, допустим, если тут положил жалиться, там продукты, то здесь вполне помещается бур, там бензин и все остальное. Ну, не знаю, каждый хвалит свое болото, меня лично устраивает. Так что такие дела. Мотоцикл вот то же самое от тафаларцев, ребята. Молодцы, ребята, двигаются. Сейчас у них, кстати, уже вышли снегоходы. Получается, они начинали стандартно, потом лонг, потом 600-ка, и сейчас уже у них есть снегоходики. Там 30 лошадей двигатель. В общем, молодцы, шагают вперед. А у нас снег, ребята. И пока тишина. Василич идет у нас. Пробивал ту сторону. В камеру, говорит, плотва такая, говорит, гуляет с окуньком. Ни о чем. Вот здесь обычно у нас тоже интересное место. Вот тут надо сейчас попробовать. Тут как типа остров такой травяной. Вот вокруг него надо сейчас походить. Как там, Васильевич? Тихо? Там печально. Печально, да? Мелочь одна. Искать надо, искать. Без мотылка или что, блесна? И без мотылка, и блесна. Все, понял, понял. У нас пока тоже тихо. Работка, ребята, самая дальняя. Серега пришел, ему по чаю. Короче, самая дальняя еще. Интересно. Не мотает, ребят, не хотит. Еще рогайки какие-то, наверное. Не знаю, может окунь, блин. Непонятно что-то. Вторая вот такая здесь сработка. Живец хорошо, все нормально. Да, вот может окунь, да, стукает, блин. Сбивает, потому что зубов-то нету. Мне кажется, окуньки, может быть. Сейчас мы тут и попробуем. Что нет-то? Трись, трись. О. Ребятки, перекус. Пельмени взяли с собой. Пообедать, если что, горячего. А так, да. Чайковским. Бутику. Вот. Сработок пока нету. Серега говорит, дай мне тоже какой-нибудь удилить. Тоже побалуюсь. Я что-то не взял с собой. Так что сейчас. Вот тут так видно, кто-то бурил. Здесь сейчас попробуем. Вот так вдоль сделаем. Посмотрим. Серега разбуривает. Красота.
Обзор на ящик у Васильевича, ребят. Смотрите, какой ящик. Кастомный, сам делал. Да, Серега сам, говорит, его подделал. Такой, молодец, конечно. Ну, по уму все. Видите, здесь блесеночки у него. Удобно, в общем, все классно. Че, Васильевич, дашь блесенку? Да. Ну, самые ходовые ребята. Моралистик. Моралистик, да. Наверное, в камеру сначала глянуть. Ну-ка, да, погуляй, посмотри. Что тут у нас? Кто есть, может? Сереги. Загасился. Да, Интересная камера у тебя какая-то. Да. Тоже в такой, да, сделано? Очень удобно вообще. Да, конечно, вообще кайф. Сразу стоял, вон там вдалеке глаза. Вон, видишь, подплывает. Вижу, ага. Ну, есть что-то, да? Тоже мелкий. Ну да, не крупный. Да, вон, вижу, вон глаза. А Вот, вон, о, да смотри. о. Ирокезы. Да, ирокезы стоят, давай пробовать. Она не интересуется, да. Ага. Ну, погнали, что, ребят. Пробуем. Тарарарарарара. Ирокезы подняты. Васильевич завалил. Без мотылка, да, Серег? Оп. У меня тоже, Серег. Подбил мелкий. Тоже видали, ребята, какой черный. А здесь вот ерши еще есть. Это вообще как угли. Вот кто-то ловит ротанов. Вот наподобие здесь такая тема. У нас, правда, ротанов нету. Да и слава богу. Ротан, говорит, такая собака жрает всего малька, блин. Вот, в принципе, живец. Ну, карасями я его не буду кидать. Сегодня тепло. Ну, Васильевич погнал живцов ловить. Да кидай пока на лед, Серег. Там потом разберемся. Так-то как будто бы живец есть. Ребята, уговорил. Вот таких уже будем брать на копчуху с Васильевичем. Крупных вон сюда в сторону, мелких домой. Сейчас, может, тут найдем. Окунь такая, ребята, рыба. Его надо заинтересовать, она не потом активность появится, и он потом один за одним. Лифт, как говорится. Опа. Вот такой, ни два, ни полтора. И на живца крупный, и кушать такого нечего. Ну, сейчас сошел хороший, прям по ощущениям нормально был. Вот какой-то светлый попался. Видите, ребята? Мелковато, да. Так, попробуем ближе к бережку. Надо раскачивать, ребята. Не знаю, что-то он такой какой-то тоже неактивный. Тоже перепад, видите, попали мы. 20-ка была. И вот второй день оттепель. Сейчас скажете, да ладно, рыбаки всегда там погода, там давление. Ну, конечно, мы тоже пожаловаться-то надо. Никогда халявы нету. Не, ну, есть, конечно, места, ребята, дикие. Мне кажется, там всегда клюет. Что-то, но клюет. А даже ворон подтверждает. Или просит окушка, наверное, дай, говорит, оставь. Сидит там на елке, тявкает. Что-то такое, ребят, неактивно как-то надо раскачивать. Не знаю. В принципе, Серега на мормышку
Мы здесь когда-то, знаешь, Серега, тоже вот живца искали постоянно. Ну, как бы, я всегда на насадку же, опарыш, мотыль там. А потом что-то этот раз, и маленький, короче, такой салатовый, желто балансир. И вот он его как начал драть, блин. Прям вообще уверенно. Блин, кабанчиков бы охота, конечно. Штук с десятых хотя бы домой. Заел так. Да. Окуни прям, конечно. Трофейные прям, Серега. Ну, живца, да, можно подлавливать. Опа. Ну. 3 минуты стоял, вообще поклевок не было. Раскачал. Сейчас только отпускай. Правда, вот такой весь, ребята. Хотя и лунку-то кидать тоже нельзя. Как пришли, так и уйдут за товарищем. Ну что, ну клюет, но мелкий, ребят, живец. Вообще голимый живец. Ничего такого интересного не проскочили. Вон уже как обурили пятачок. Но здесь, в принципе, и вскрыто было. Здесь уже рыбачили. У нас как получается, вот сливки снимаешь реально, если попадаешь, да. А так как бы, чтобы постоянно он здесь был, нет. Что-то вообще снегопад жесткий попер. Сработок нету. Будем ждать выход, получается, обеденный, как говорится. Время 12:20. Пойду я готовить обед тоже. Пельмени сварим. Серега пускай здесь пока колдует, может что найдет. А я пойду. Горелочку взяли. Водички скипячу, сварим. Зимой, конечно, универсально вот такие заморозки возить. Как бы пельмени те же, вроде и бульончики, сытно, и как бы они не размораживаются. Блин, затянул вообще, ребят, снежок. Но снежок тоже хорошо. Снежку надо, чтобы двигаться. О, бродяги тут остались. Вот такие, ребят, видите, окушки. Ну, как бы живцовый размер. Самый то. Ничего интересного. Засыпает нас капитально, блин. Тает, тает, тает на губах. Как песня какая-то вбьется, ребята, в голову. Так потом целый день ее поешь. Надо же себе как-то настроение поднимать. Правильно? Сейчас приготовим на озерной воде горячего. На рыбалке, ребята, зимой горячее это нужно. Сам Бог велел. Вот так вот. Оп, 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 давай, клюй. Так, что тут у нас? Газ-то есть в плите или нет? Есть вроде баллон. Есть вроде баллончик.
Кстати, вот эти, ребят, использую. Евразия. Блин, неплохие. Есть даже понимание. Ну, я имею в виду разница. Эти прям получше горят. Мне нравится. Ну, хотя тоже пишут минус 20. Бред это полный. Не будет он минус 20. Минус 5 замерзает. Не клюет, ребята. Ну и черт с ним, что. Все равно лучше выходной провести вон с другом, да? Где-нибудь в лесу, нежели дома, как говорится. Свиные пельмешки. Приготовим все сейчас сразу. У нас тут, я взял тут и масло сливочное, и майонез. Короче, кто как любит. Вон Серега там калашматит партизанов этих мелких. Постоянно прилетают комментарии. Вот ты, Андрюха, говорит, поварешка, поваренок. Только, говорит, ты можешь готовить, а рыбу, говорит, ловить не умеешь. Ну да, как-то так, походу. Да не, на самом деле, ребята, я люблю заморачиваться. Как бы, ну, почему бы нет, да, что вот сейчас вот это. Бутерброды холодные есть, да что, вот сварим сейчас и все. Я и дома, ребята, готовлю. Супруга, когда, допустим, ну, на работе, у меня есть свободное время, я всегда тоже заморачиваюсь. И не просто там варю, там, знаете, там котлеты с макаронами. Что-нибудь запекаю, рыбку какую-нибудь там. Даже выпечку делаю там. Как бы пасту там, ну, в интернете что-нибудь там новенькое почитаешь, как бы. Что-нибудь такое делаю. Ну, нравится мне, что. Как бы у меня в гостях, ребята, голодными никто не останется. Я даже сейчас думал, косачек у меня есть, ну, Тетерев. Саня угощал. Саня, привет, если смотреть будешь. Думал, сегодня афганский казан вечером сделаем. Ну, баню затопим по-любому. Серега у меня на ночь остается. Как бы мы хотели так ночевать. А потом думаю, вот сейчас бы палатку тут поставили, и вот можно проиграть, так скажем. И вот решили подвигаться. Вот завтра еще не знаю, вот будем думать, куда поедем. Белую рыбу, может, ловить поедем или продолжать хищника пробовать, только в другое место. Вот. А потом, ну, ночуем-то у мамы, получается. Маманя тоже что-нибудь приготовит. Так что вечером там уже ужин будет. А я хотел, ну, афганский казан запулить. Серега по-любому дичь не ел. Ну, банки-то я его угощу, бобрятину дам ему, вот, щуку повезет, бате своему передаст. Батя тоже в него смотрит. Большой привет. Вот такой мужик, молодец. Такие дела. Ну что, он полон займет себя, вон, видите, второй поставил. Так что, ну, по осени прям мне понравились. Они почему-то как-то горят более такие, знаете, уверенно. Я что-то соль-то взял, а лаврушку, перец ничего не взял. Ну, сумку выложил кухонную свою, думаю, что тащить заради пельменей, что ли. Так что будет у нас без лаврушки. Но вода-то озерная, там своя лаврушка.
обеда? Конечно, обед по расписанию. О, бомба. Смотри, какой ожирок вышел. Вообще, слушай. Кайф. Кстати, перестал экономить на пельмени, но реально вкусно. Ну тоже 300 рублей пачуха. Это куда, блин? 300 рублей пачка, блин. Короче, я не знаю, это так. Есть масло, Серега. Есть этот. Да, я думаю, с майонез. мазиком надо. Хочешь с бульоном, хочешь без, потому что бульон тоже. Но я что-то лавруху тебе ничего не взял. Ага. Чисто соль. Ну, ничего, нормально. Пока что горячий обед — это сегодня самое Правильно. самое кайфовое в этой рыбалке. Ну, конечно же, надо же обедать, и флажок же станет, а? Че, серьезно? Да, флаг, блин. Ну, это всегда такая, знаешь. Есть такое, кстати, у рыбаков поверье. Что-то начинаешь там обедать, что-то. Вон встал, блин. Так сегодня вон чай пили утром, только, точнее, собрались пить и сразу бам, флажок. Должен быть как бы обеденный выход. Ну да. Что, все мотает или что? Да, наверное, что поешь, еще остынешь Конечно. же там. Что, за ней гоняться, что ли? Ничего не говори. Пушка. Вообще огонь. Да, блин, так начинаешь что-то делать. Поклевка, блин. Стоял же, сидел, готовил. Тишина, а тут вот только сели, на, пожалуйста. Воды, ребят, поперло, ужас. Подмотало так. Вода, конечно, прям, блин, прет. Эх ты, зараза, а. Выплюнула. Карасям похрену. Живые, живых. Что выплюнула? Опять мелко, что ли? Хорошенько же помотала. После обеда погода и вовсе испортилась. Повалил такой мелкий, противный снег. Но мы не решили сдаваться, решили переместиться, поискать окуня в других локациях, в других местах, в начале озера, в середине. Успех, ребят, не продвинулся. Нашли окуня, но все тот же мелкий живцовый вариант. Переезжались, бурились, решили сдаться, в общем, ребята. Сработок на жерлице так больше и не было. Немножко покатавшись, решили выдвигаться до дома, топить баню, в общем, отдыхать и строить на завтра планы. Так как не было понимания, возвращаться на это озеро, ловить вот этого мелкого окуня, ну, совсем как не хотелось. И думали, куда податься. Собравшись, загрузили, а жерлицы оставляем на ночь. Пускай стоят, погода теплая, в общем, не примерзнет. Решено ехать домой, ребята. Вот такой у нас получился трудовой рыбацкий день. Не всегда коту масленица, но это рыбалка. Это рыбалка, тут надо работать.
Даже по первой лодке. Выезжаем, ребята. Парни приехали жерлицы проверять, снимать точнее. А мы вон ползем по болоту. Лепота, ребята. После баньки. Дома уже. Докарабкались потихоньку, разгрузились. Отбил подвеску, воды там нахапал, блин. Заправились, в общем, на завтра готовы. Печки топятся. Ночью будет уже минус 9, ребята. Видите, как погода меняется. Скорее всего, вот что-то перепад какой-то. Потому что сейчас информацию ездили, хапали. Местные как раз только все с рыбалки едут. И говорю, ну, завтра какой-то день надо делать, а вот даже не знаем, что придумать. Сегодня везде плохо было. Все, ребят, после бани сейчас. Маманя у меня супца наварила, наваристого. Сейчас покушаем. В общем, хорошо. Класс. 0074 не пойдет. Сейчас тут вообще такое. Это живец, Серега. Так, что тут у нас тут? Щучьи балансиры. Да я знаю, куда они пойдут потом. Туда. Так, здесь что тут у нас? Ребята, доброе утро. 7 час. Точнее 7 утра уже. Второй день, как Васильевич у меня отдыхает в гостях по рыбалке. Вчера был выезд по хищнику. Щука, окунь, ну что-то не повезло нам вообще. Да и вчера ребята выезжали с реки тоже слабо вообще, даже на удочку. Перепад по ходу давления. Вчера у нас одна щучка, пару сработок еще. И вот такой окунь, как из пулемета. Решили, что делать. И в конце вечером ехать, ребята, за сорогой, в общем, за белой рыбой на яму. Попробуем половить. Серега без мотылка, а я как бы мормышка, опарыш там, кармак, поводок, ну что-нибудь попробуем. Плотва, говорит, есть крупная, но редко почему-то. Штучная, надо ее искать. Погода поменялась, ребят, минус 6. Ночью было 2. И вот к утру подморозило. Короче, выезжаем, ребят, на яму. Попробуем там. Ну и надо еще съездить на озеро, снять жерлицы. В общем, сегодня, короче, опять покатаемся. Все, техника грета. Машины по темну, походу, заезжают, вон костры даже горят.
Не знаю, в общем. Посмотрим. Я взял с собой кармак, поводочки, как бы на течении стоять. Ну а Серега без мотылка. Посмотрим. Ребята уже сидят. Ну, сорока, говорит, поклевывает редко, но крупная. Так что будем искать. Ну, взял кан с собой, как обычно. Если мелочь какая-то, забираем на живца. Все, расцветает. Выгружаемся на лед. Погнали. Так, ладно, что, попробуем. Народу тут, конечно, ребята, очень много. Не люблю, конечно, когда народ. Что-то все стремаются камерой постоянно. Такие, как бы, ну, местные, понятно, не любители сниматься, соответственно, особо не поснимаешь, потому что местных неохота напрягать. Вот. Ну и как бы только начало. Сейчас еще будут люди, 100%. Поводочки, поводочки, поводочки. Есть такое. Привет. Здорово. Как оно? Нормально. Нормально? Ну и хорошо. Так, кармак. Вчера навязались мы тут немножко. О, Если я сюда захуярю, нормально уже? Славой, садись еще, жалко что ли. Садись. Ну как, мелочевка, нормал? Ты скользящий, да, грузил? Или нет? Нет, Жесткий тоже? лежит на дне. Ну. Поводок отводной и сверху поводок. А, два поводка даже, да? Да. Все, начало есть. Переезжаем, ребята. Народу труба. Попробуем здесь. Кормачок, кормачок. Вот такой кормак, ребят, использую. Самоделка. Сетка двойная. Крышка свинцом залита. И комбикорм просто сыплю. Все. Тут что у нас по глубине? У всех своих местах. Ох, деревенские мужички. Должна здесь. Красивая сорожка попадается, да? Ельцы залетают. Голавлики вот в этом году тоже. Ну, народу, видишь, труба. Все за свою лунку, главное, борются, понял.
Вчера моя унга там была. Прям не знаю. Такое, да, здесь приехать так. Чисто живца половить. А так, постоянно костер там. Мужики тут балдеют. Ну, пока, ну, видишь, снега нету, доезжают. Потом у кого когда какая техника. А так уже все, на машине не проехать. Че, давай чайку? Бомбанем. Видишь, как тянет поводок. Он, в общем. Видишь, у меня даже он этот. Я его просто на дно ложу. И как бы вот, и он все. И вот крючочки. Бывает, я тебе говорю, тут мормышки, не мормышки, вот. И комикорм. И самое интересное, что, видишь, удобно. Я он кинул. Он тянет 2 грамма. Вон одно положил. И все. Живец. Но если покрупнее, конечно. Ладно, посмотрим. Начало положено. Ну, вот такая скучная рыбалка, конечно. Сидишь вот так. Я так тоже не люблю, конечно. Народ только прет, ребята. Прет и прет. Серега в шоке. Куда, говорит, привез меня? А вы говорите, ребята, скучно в деревне. Здесь вон все люди на реке. В деревне никого нету. Ну что, в общем, зарядился. Ну, грузик отбиваю одну, а здесь мормышка легенькая, тянет. Что-то одна подключка попалась и все пока. Мужики там что-то ходят тоже. Какая хорошая, ребята. Третья постанова у меня. Есть контакт на поводок. На поводочек. Опять на поводочек. Поводок рулит. Крючок, ребята. Мормышки, вольфрам. Поводок и все. Вся любовь. Центр бурить, да? Течение где, Серега? Там рыба. Ух ты, нифига себе. Что такое крупное, что ли? Охрена. Тут было, блин. Это уже не живец. Явно. Заело, блин. Редкие поклевки, ребят, на течении. Пойдем-ка мы берег разбуривать. Хоть живца подловить, что ли. Ну, здесь крупная. Ну, что-то слабо. Сидеть так времени нету. Сидеть времени нету, ребята.
Тут покрупнее, Серег. Так, ребятки, ну что мы, немножко живчика подловили. Средняя проскакивает, но течение, ребят, только поводок, короче. Такие дела. Такой автопарк. Кто на машинах, кто на технике. Ну, имею в виду на мотособаках. У нас в деревне вот такими пользуются вообще стандарт. Всякие вот такие самоделки есть. Как типа модульный. Так что вот такие дела. Сейчас чайку попьем, да, Васильевич? И поедем на озеро, ребята. Морозеет, прям чувствуется, блин, крепит. С утра еще так мягко было, сейчас прям чай попьем и поедем, что жерлицы стоят. Да, и там попробуем вначале побурить. Ну, короче, можно сидеть, но народа труба, конечно. Ладно. Так, что у нас сегодня на обед? А? Пойдем к костру, конечно, руки погреем. Шангири, пицца, колбаска, хлеб. А мы сегодня так налегке. Живчика подловили на рыбалку у меня. На следующую. Да и ладно, поедем. Серега сегодня домой поедет, тем более. Вот тут костерок. Красота. Вас с собой возят, да? Да, с дому. Это у нас вот есть любитель костров. Постоянно. О, костер. Давно я у костерка не сидел. Хоть костром пропах. Решили перекусить. Сейчас на озеро блин. Подогрейся уже, да? Да, что? Подкоптим. О, чем богато, тем и рады. Ой, хорошо. Так, ну что, грузимся, ребятки, да погнали. Ехать еще далеко. Блин, холодает, чувствуется прям на глазах. Не очень удобно перевозить, конечно, ребята. Вот эту всю тему хочу заказать. Сюда такие как хабы идут. Ну, держатели ружья. Там или вот подбор. Место позволяет с двух сторон. Вот так закрепил. И поехал. Он тут не мешает. Ну, погнали, что? Наших городских поближе к озеру. Не знаю, может, что за ночь, ребят, сработало. Может, щекаря какого-нибудь достанем. На окуня попробуем. Вообще, погнали.
Хе-хе. Вот такое себе, да? Да. Один загар всего. Один, да? Вообще, да. Один загар. Блин, вода здесь, блин. Да, даже посмотреть нечего. Воды куча. Ладно. Серега пойдет сейчас рыбачить. Я буду собирать. Ну, не знаю. Там вон в конце. Середка вообще никак. Воды, ребята, просто жесть. Жалится, все утонули. И вот, ну, правильное решение, что мы вчера не приехали с ночевкой. Видите, что-то не нравится, давлюха какая-то. Вчера вечер, ночь, получается, и утрянка вот простояла. Не знаю, может, замерзли, конечно. Может, есть какие-то сработки, но... Да не, хотя флажки-то он... А хотя он в воде. Может, и не сдернуло. Посмотрим. Видали, как замерзл, ребята. Все плавает. Хунку хоть не расширила? Да нет, вроде нормально. Такой себе, да? Лед такой интересный. Что, буду, ребят, собирать. Походу, долго буду собирать. Серега успеет порыбалить. Хотя тоже этот мелкий окунь. О, карасики, видите, ребят, живые, смотрите. Соответственно, не попал или что-то такое. Карася заберу обратно. Карась живой. Так что зря покупал, что ли. Ну, флажок, там вымотки даже нету. Вчера тоже они вот эти крайние взлетали. Такое ощущение, что окунь какой-то. Потому что живец нормальный. Да, если бы она была, она вымотала. Вот чуть-чуть-то вымотала. Угу. Вон зубы, видите, ребят, разбила. Это щучка. Но, к сожалению, не наша. Блин, странно. Как глухозимый какой-то. Что-то рыба как-то болеет. Плохо себя ведет. Ладно. И такое бывает. 2 дня подвигались. Как говорится, покатались. Искать будем дальше. Что остается делать? Кто ищет, тот всегда найдет. Ну, так и говорю, ребята, вон, эти флажочки замерзшие были. Атаки-то все равно были, вон, хватало. Потому что флажки в лед прям вмерзшие. Угу. Были сработки еще, значит. Ну, сейчас дальше пойдем, может и сидит, бывало и такое, ребята. Проверяешь. Рыбка есть. Ну, вон, видите, такой бред. Вообще кошмар, конечно, полный. Потихоньку гребем, ломаем лед. Вон, видите, как происходит, ребята. Конечно, как он тут встанет. Флажок-то, когда такая беда. Видите, как все замерзшее. Проверять надо сразу. Мало ли сидит щучка-то. Блин, ужас. Вот если бы мороз сильнее был, все. Хана, считай. Вот так вот как там.
Хана, считай. Что-то непонятно, ребята. Тут все замерзло у меня. Походу щучка сидит, что ли. Ну. Есть она, ребят. Но я так и сказал, что может быть и так. Все-таки взяли. Оп, обратно в лунку-то не надо идти. Такая, грамм 700. Фух. Вот середина. Все-таки бахнула. Я уже переживать начал. Думаю, Василий что домой повезет. А, я же ему тушенку приготовил. Ну вот. А то, знаете, такое ощущение. Ну, прям вообще. Как реально, блин, ухозими какое-то. Тут хоть так хотя бы. И то не густо. И не пусто. Фу, ребят, с горя пополам собрал жерлицы, блин, вмерзли. Ну не то, что вмерзли, как бы корка-то вот это облепляет. Надо отдавливать было и аккуратно, чтобы не сломать. Пластмасска все-таки, флажки не пообрывать. Супруга делала. Все-таки взял, ребят, чернобровую одну, грамм 700, 800. И получилось, значит, 3 сработки у нас. Вчера 3 или 4 сработки, одну мы поймали, и сегодня 3-4 сработки. 3. Один поднятый был, один жеванный, и вот одна вот сидела. Остальные караси все живые, я, ребята, сложил благополучно. Сэкономил, в общем, и подловили мы Серега живца сейчас хорошенько. Ну там можно рыбачить, видите, там у Сереги легкие без мотылки, он чисто на без мотылки ловит. Он на середине на течение не может, а у берега как бы мелочь ловится так. Нам надо просто сесть, ребят, с палаточкой, с печечкой, наверное. Кормачок, удочки 3 поставить и ночевочку просидеть. Сорогу можно половить. Вот я ловил, ну, поймал там 2-3 штуки. Достойные котлетные сорожки. Серега говорит, окунь поклевывать мелкий. Сейчас пойдем, наверное, добьем денек. Вот так как-то у нас такая, ребят, экспедиция, а поиск рыбы. Да нормально вообще, кайфанули. Хорошо, что не остались всю ночь. Вчера и в баньку сходили, и душевно посидели, и снастями там пообменялись. А Серега мне без мотылочек дал, там я ему там кое-что. Ну, в общем, рыбацкая тема. Вот. Ну ничего, будет день, будет пища, как говорится. Посчитаю, ребят, примерно около 60 километров за 2 дня мы маханули. Да, вот многие спрашивают, Андрюха, сколько ходишь самое там большое? Самое большое я в одну сторону 50 ходил, ребята, на технике. Сейчас за 2 дня получилось туда-обратно, понятное дело. Так, если туда-сюда, около 60 километров, ребят, так посчитать. Ну, плюс тут, плюс что-то там, туда заезжали, там заезжали, по поселку, по деревне. Ну, где-то километров 60. И вот у меня пятишка осталась здесь. Ну, приеду. В общем, 10 литров, ребят, где-то. 10 литров я скормил на 60 километров. Вот как-то так. Ладно, что, пойдемте. Сегодня я взял свои снасти. У меня балансирчик есть, может там посидим. Ну, короче, чай попьем. Ребятки, ну все, в принципе, дома загнал коня, саночки поставил. Вот, кстати, вот хороший вариант, не жалею, что вот сделал такой выход, хотя многие говорили, зачем такой выход, Андрюха, лишний, типа там шифер и так далее. А вот, ребята, смотрите, и подвесить может что-то, красота. Ну что,
Вот такой, ребят, рыб получился. Трудовая рыбалка на самом деле. Халявы вообще не было. 2 дня, ребят, путешествовали, искали. В общем, блин, работали на самом деле. Ну, к сожалению, как-то так. Не знаю, с чем связано. Ну, просто как-то вообще не хочет, не берет. Ну, ничего, классно провели время. Даже немножко какие-то планы поставили. Ну, как-то так. Василий приехал, что, покатались. В принципе, и рыбку повидали, и не пустые. Ну, конечно, что-то как будто, знаете, вот такое недопонимание. Бывает такое с рыбалки, когда приезжаешь, там, уставший какой-то. А здесь что-то такое, знаете, ребят. Ну да ладно. Как-то так, это рыбалка. Рыбалки бывают разные. Сегодня гуса, завтра буса. Так что, такие дела. Все, Василич, сейчас кормлю его и он в город отправляю домой. Ну а мы, ребята, увидимся на следующей рыбалке. Подпишитесь на канал, ребята, поддержите Василича. Ну и вообще в целом много информации в описании. Есть контакт, группа ВКонтакте. Добавляйтесь, ребята. Давайте сделаем там банду. Делитесь своими уловами, своими трофеями, ну, какой-то информацией. Потому что, ну, это будет приятно не только для меня, но и для многих. Потому что уже я знаю через комментарии, подписчики начали дружить, и даже многие начали вместе ездить, потому что с одного города нашлись. Ну, как-то так, рыболовного братства, ребят. Все, успели до темна, так что как-то так. Давайте, ребятки, на связи. Пока.